Была семейная реликвия у моей бабушки Мамуты Фериште. Был Коран, который именно с Крыма. Она перевезла в период депортации, хранила ее как отче. И очень долго она пользовалась до самой смерти. Ей исполнилось, она долго прожила, ей исполнилось 95 лет. И вот все это время она ежедневно его читала, и оно у нас как семейная реликвия. Семейной нету балам. Просто у меня бабам детдомовский, поэтому так ничего не осталось. Ну, конечно, есть. Это Эвелден, Калган биталармуздан, марамалар, например. Еще шарфики, там есть вышивки, полотенчики красивые. Ну, стараемся помнить и выставляем, как бы сказать, на показ своим детям и внукам, что все-таки есть у нас своя история. Работа из моего Каспринского, моего прадедушки. Также имеются труды Дюрбекерча Османова, практически все. Вот у нас в семье дорожат этой реликвией, этими историческими ценностями, потому что Юрий Бекирович был продолжателем идеи с моего Гаспринского. Единственное, у нас имеется родовое древо 17-го поколения, ради которых приезжали аж с Института истории Казахстана. То есть материалы о нашем роде Аргын, тоже являются семейной реликвией. Наверное, нет. Мен билесем Құрантада evde бар böyle eski şeyler. Құранда мен бағы, Тайбыздың тарихының бағы. Бізде әлбетте бар. Бұл eski Құранғар да қартанағар, қарт бабаларымыздың сүргінлекке шыққан ве мында қайтқан Құранғар бар. Белкімде марама, я да бұшы бөлеп бар, ама языкар olsun, мен бұны білмеймін. Нет, мы попали на Абхазскую войну, мы там жили. Поэтому мы приехали сюда вообще без ничего. Ну, реликвия – это самая большая реликвия, если мы живем в родном Крыму. Самая большая реликвия – то, что мы уважаем нашу религию, именно ислам. Столбы ислама надо выполнять, и все будет хорошо, иншаллах, весь миллет поднимется. Коран, потому что крымские татары в 1944 году, 18 мая, брали с собой священную книгу Коран. Ну, наверное, самое интересное – это память. То, что рассказали бабушки и дедушки, это осталось на всю жизнь.